Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Изнов Базаев, и это программа «Один на один» на телеканале «Грозный». Сегодня мы приехали в город Гудермес, фитнес-центр, где тренируют всех прихожан этого фитнес-центра Алиев Исамуддин, мастер спорта по пауэрлифтингу и мастер спорта по бодибилдингу. Какие у него есть регалии, награды, какие успехи в этом виде, в этих видах спорта, мы узнаем, когда поедем к нему домой. Сейчас давайте узнаем, какой он тренер. Поехали. Так, Исам, Марш Ойл, рад тебя приветствовать в моей программе. Ты человек, первое впечатление тебе скажу, человек позитивный, там, кипит тебе жизнь, но мы хотим узнать о тебе, какой ты спортсмен, какой ты тренер. Сейчас ты в роли тренера. Расскажи немного о своей работе, когда начинается твой рабочий день и как он проходит. Марш добрый, валейкум ассалам. Я этим тренером уже работаю с 98 года. Уже, по-моему, 24 года, как я работаю тренером. Выступаю именно в этом спорте, когда я занимался, почему у нас здесь этого спорта не было развит. Этот спорт у нас начал развить в 2000-х годах, Я этим занимаюсь с 98 года. Первые мои соревнования были с 2001 года. Именно в этом спорте я с 98 года. Тренерской деятельностью я занимаюсь уже 16-17 лет. Ты вообще пауэрлифтинг пришел? Пауэрлифтинг я пришел в 2020 году. В 2021 году мы были соревнования, я выступал по бодибилдингу. Единственное, я один выступал по бодибилдингу, на Северном Кавказе я был один до 2019 года. У нас так как не было развито, вообще-то не было у нас федерации бодибилдинга, поэтому, как говорится, я был одинок, никто ничего не знал. Сам выступал, сам ездил, выступал в нескольких российских соревнованиях, мастерских турнирах, так как в бодибилдинге от первого до шестого, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестые места это призовые места. Самое хорошее мое место это было четвертый, пятый, четвертый, пятый. Я имею в виду бодибилдинге. Так как толкача не было. Толкач это что? Федерация бодибилдинга. Тебе помогает, если есть федерация, тебе помогает федерация. Если нет, ты должен сам. А вот в пауэрлифтинге я начал выступать с 2020 года. Вот за эти 3 года я считаю, добился очень хороших результатов. Слушай, я не понял насчет 98 года. Чем ты занимался? С 98 года я начал заниматься этим спортом. Ты тренируешь с 2020? Да, с 2001 года я тренирую, а я тренирую в общем лет 16-18. С 98 года я в этом спорте. 98 года с 98 я в этом спорте. Все, я понял. Просто сам занимался, сам там ходил в спортзал, а вот уже с 2001 года начал выступать. И я сейчас не помню, с 2004 года или 2003 года я уже начал тренировать ребят. Насчет Рустама Черхаджиева. Рустама Черхаджиева, я с ним очень хорошо знаком. Он недавно начал выступать, он, по-моему, с 2019 года мы один раз были на соревнованиях вместе. Он выступал до 75 или 85 ростовые категории. А я выступал в бодибилдинге среди мужчин. Как раз вот эти первые и последние мои соревнования были, которые мы вместе выступали. То есть ты уже был не один? Я уже в этом году стал 4-м, а он стал в своей весовой категории, по-моему, 1-й или 2-й, я сейчас не помню точно. Он уже призовые места, он очень хороший серебро, спортсмен. золото брал. Да, я считаю, это чисто мое мнение, я считаю, его не надо оставлять, его надо толкать. Почему? Потому что редкость, такой феномен у нас в Чеченской Республике. Его надо толкать. Он очень хороший спортсмен насчет этого вида спорта. Так, вернемся к твоей работе. Мы узнали, когда ты начал тренировать и тренироваться в этом зале. Ты тренируешь. Как это все происходит?
сюда захожу где-то 2 часа обеда, до 10 часов. Каждый день работаю, кроме воскресенья. До 10 часов Да, вечера? до 10 часов вечера, с 2 до 10 часов вечера. Кроме воскресенья. Воскресенье у меня выходной, но спортзал работает. Ребята заходят, кто хочет похудеть, кто хочет поправиться. Смотрю индивидуально, смотрю на каждого человека. У меня есть свои персональные ребята. Кто хочет похудеть, определенное питание. Кто хочет поправиться, тоже правильное питание. Ну, смотрю на каждого человека и каждому составляю индивидуальные тренировки. У меня в спортзале очень хорошие ребята. У меня в спортзале у меня очень хороший коллектив, так как мы все выступаем на соревнованиях, именно в этом спортзале. Я замечу, я вам скажу еще одно, у нас в республике нету таких призовых ребят, которые у нас в спортзале. Почему? Потому что у меня в спортзале около 70 человек мастер спорта, 70 человек. 70? Да. У меня, я тебе скажу, 20 человек чемпионы Европы, Евразии, России. Все российские мастерские турниры у нас. А между прочим, в этих всероссийских мастерских турнирах участвуют около 25 регионов России. Среди них наши ребята становятся и первыми, и вторыми. Ну и вот сейчас, 2 месяца назад, до чемпионата мира, у нас был чемпионат Европы. У меня была своя команда, в человек 18. Чеченская республика стала первой. Мы взяли кубок, приехали домой. У меня все 18 человек, 17 человек стали у меня первыми, а вот 18-й второй из-за того, что первый стал наш человек. Очень занимательная Да, история. ну, ребята у нас есть. Ну, я вам скажу, надо цель, все равно ребята оставляют этот спорт из-за того, что какой-то цели нету или что-то такого нету. Ну, все равно я считаю, что немножко, если был бы развит наш этот спорт, да, вот, вообще было бы шикарно. Но если бы этот вид спорта все-таки, да, был бы популярен, как ты как говоришь, борьба, да. как бокс, если был бы развит, да. Да, но это в силу того, что олимпийские виды спорта. Да, я они очень очень прекрасно популярны. понимаю, что борьба и бокс это олимпийский вид спорта, а троеборье, пауэрлифтинг это чисто для любителей, как говорится. Ты насколько сильно ты любишь свою работу тренера? Короче, смотри, вот я считаю, я беру себе отпуск, например, 2 недели. Первый день у меня отпуск, второй день я на работу. Я уже не могу без этой работы. Расскажи про это. Вот этот жезл, да, как говорится, вот этот жезл для штрафников. Да, кто опаздывает, у кого штрафные, кто неправильно занимается. Один раз говорю, объясняю. Второй раз, если не понимает, жезл выходит на охоту. По статистике, что лучше работает, объяснение или жезл? Как по правилам, жезл. Как говорится. А сколько за опоздание наказание? Бывает иногда 30 отжиманий и 20 таких легких. Это легкий, я Ну да, представляю. легкие, потому что у меня такие огромные ребята, им 1-2 штук там, они не почувствуют. Так, Исам, расскажи немного о своей диете. Ты рассказывал нам в зале, что ты пишешь свою диету для каждого спортсмена. Расскажи о своей диете. Сколько ты весишь сейчас? Гонял ты вес или нет? И сколько ты весил, когда ты выступал? Имеется в виду пауэрлифтинг? Да. Пауэрлифтинг, когда я начал выступать, я не гонял, наоборот, я набирал массу для того, чтобы выступать самыми сильными. Я считаю, это чисто мое мнение, больше вес, хорошая сила и можешь с большими ребятами выступать. Для этого я набирал вес. В данное время у меня, когда я выступал на соревнованиях, мой рост у меня 1,70 м, но я весил 130 килограмм. Выступал с большими ребятами. В межсезонье, конечно, уже не то питание, отдых, все оставляю, и тренировки, и все, просто чисто, чтобы отдохнуть, скидываю килограмм 10-12. Но если я хочу сделать форму, я уже углеводы снижаю, хлеб, сладость, все снижаю и добавляю белок. То есть, чтобы форма тела была, я добавляю белок, снижаю углеводы, жиры разные, чтобы выглядеть хорошо.
Слушай, а это никак не отражается на твоем здоровье? Потому что углеводы, жиры – это тоже необходимые вещества. Да, но я все не убираю. Например, если я хочу сделать форму, что я делаю? На 1 килограмм веса употребляю 2,5-3 грамм белка. И на 1 килограмм веса употребляю 2,5-2 грамм углеводы. Ага. Я все не убираю. И на 1 килограмм веса 1 грамм жиры. То есть жиры бывают насыщенные и ненасыщенные. Вот оба жиры я употребляю, чтобы организм равномерно работал. Чтобы организм у нас работал, нам нужно БЖУ, то есть белки, жиры, углеводы. Вот я правильно составляю свой вес, например, 120 килограмм примерно. Вот умножь на 2,5 белки, столько употребляю, на 2,5 углеводы, столько употребляю, и разделяю их в день на 4-5 приемов. И вот, и заодно уходит лишний жирок, живот, и форма тела бывает хорошая. Насколько большая разница между весогонкой и набором массы? Очень большая разница. Когда ты гоняешь вес, ты постоянно должен делать кардио, тренировки усиленные, быстрые, не отдыхая между упражнениями, отдыхаешь только минуту. Каждое утро в 6 часов встаешь, делаешь кардио, час. И завтрак у тебя бывает такой, чтобы у тебя не тяжелый, такой легкий завтрак. А когда ты набираешь, ты все кушаешь, все подряд кушаешь, только кроме сладостей, кроме мучного, чтобы у тебя живот не выпукло. Вот разница, когда это чисто мой опыт, когда ты сжигаешь жир, труднее бывает, чем для тех, кто набирает вес. То есть, весогонка тяжелее, чем набор массы? Тяжелее, чем тем, кто хочет набрать его. Почему? Потому что там очень сильно нужно вложиться, и должен потеть, и должен калории сжигать. Чем ты больше двигаешься, все думают, что когда потеет, худеет человек. Нет. Человек потеет тогда, когда ты двигаешься, когда ты занимаешься, когда у тебя упражнения, когда ты в движении. Надо часто, малыми порциями, надо часто кушать, чтобы скинуть вес. Малыми порциями. Бывает, когда человек, я, например, когда скидывал, бывало, я в день кушал 6 раз, 7 раз. С 8 каждые 2,5 часа. Мало и часто. А когда я набирал, я кушал 4 раза. Тогда я набирал. Почему? Потому что когда ты кушаешь часто, метаболизм ускоряется, обмен веществ усиливается, и ты быстро кидаешь вес. А когда ты набираешь, ты плотно кушаешь, через 4 часа кушаешь, замедляется организм, метаболизм, обмен веществ замедляется, и ты набираешь. Слушай, на самом деле я тебе скажу, хотя это элементарные вещи, ты для меня Америку открыл, потому что насчет маленьких порций по 6-7 раз и можно похудеть, я вообще не представлял себе такого. Я когда готовился, вот сейчас перейдем на бодибилдинг, когда я готовился на чемпионат России, я в 6 часов утра вставал, 7, и считай, 7, 2,5 часа, 2,5 часа, 2,5. Каждые 2,5 часа я кушал мало и часто. Держал себя в форме мало и часто. Я месяц, считается так, по медицинским меркам, если ты неделю скидываешь 800 грамм 1 килограмм, это бывает хорошо для организма. Если ты больше килограмма скидываешь, тогда и мясо у тебя уходит. А я там заметил, что когда я готовился, обычно я за 100 дней готовлюсь до соревнований, и я в неделю для себя я открыл, чисто для себя организм, у каждого разное. Если я больше килограмма в неделю я сбрасываю, у меня и мясо уходит. То есть мышечная масса. Если масса мясо уходит, что бывает? Вялость, неохота ничего делать. Себя ты толкаешь, давай, ты должен. А если ты скидываешь 900 грамм, тогда и сила, и энергия, и сила бывает хорошая. Все, отлично. Это очень полезная для меня информация, я думаю, для многих наших зрителей тоже. Все, давайте пойдем посмотрим на награды и регалии нашего дорогого Исамуддина. Итак, друзья, наконец-то мы приехали к тому самому результату этого кропотливого труда, долгих лет, самого 98-го года. Давай мы с тобой немного расскажем нашим зрителям о том самом начале пути. Твоя первая награда, одна из твоих первых наград, которые здесь мы можем посмотреть.
Покажи нам, пожалуйста. Давай Здесь расскажем у немного. меня одни из первых наград у меня, конечно, дома, но здесь, которые висят, есть 2004 год, то же самое пауэрлифтинг. Вот здесь тоже 2004 год занял первое место. Есть 2006 года, конечно, и третье место есть, и вторые места есть. Вот когда я выступал по бодибилдингу. 2005 год. 2005 год занял там 5-е место. Есть еще, которые я сам по себе любитель бодибилдинга, но я горжусь, конечно, своими наградами. Вот это, хоть 4-е место. Но так, это какая? Это тоже год, я сейчас 2009 год. 4-е место. И вот здесь 5-й год. Но это тот спорт, который я люблю. Но так как у нас не развит здесь, перешел на пауэрлифтинг. Пришлось? Не пришлось, но по желанию перешел. Ну, мог бы еще из дальше. всех других ты выбрал все-таки пауэрлифтинг. После 19, за эти сколько лет? Лет 15-16, которые я выступил, сам осознавая, перешел на пауэрлифтинг. Бодибилдинг или пауэрлифтинг, наверное, уже нет смысла спрашивать, потому что ты уже сказал, что любимее для тебя бодибилдинг, да? Ага. Мог ты заниматься каким-то другим видом спорта? Я смотрю, конечно, по мог. антропометрии у тебя борцовские данные. Это все говорят. Вы не первые, мне это уже 4-й. Я очень рад, что я не ошибся. Наверное, это говорят из-за того, что я сам вообще родился из Дагестана. Наверное, из-за этого. Там основные все борцы. Но у меня первые шаги, спортзал был борьба. Потом максимум месяц походил, увидел хорошего атлетичного парня и перешел на... Размах рук у тебя какой? Знаешь? Нет. Вот так вот, примерно. Я не знаю. Ну, хороший. В силу того, что ты занимаешься все время, у тебя немного не сгибаются руки, да? У меня обе руки травмированные. Ага. Одна рука у меня бицепс сорвал на становой тяге. Вот правая рука у меня костные элементы в суставе. Не могу сгибать. Ну, из-за тяжелых весов. Приходится заниматься тяжелыми весами. Но я говорю, когда человек занимается профессионально, этот спорт уже входит тебе во вред. Любой спорт. Любой вид спорта, наверное, все-таки травматичный. Да, конечно, он должен усиленно заниматься, у него есть какая-то цель, он должен выступить, он должен за республику выступить, может за страну выступить, он должен до конца выступить, из-за этого он должен заниматься с большими весами, с тяжелыми весами, у него отдыха почти нет, и все равно травмы показывают себя. Травмы, ты хоть не первый месяц, но второй, третий месяц эти травмы уже появляются. Я хочу сказать пару слов в твою защиту, наверное, будет неправильно сказать, в защиту этого вида спорта. Вот в дополнение того, что ты сказал. Будь это футбол, мы знаем, как в футболе люди ломают ноги. Да, бокс, есть у нас примеры того, как люди оставались инвалидами. Дзюдо, даже в дзюдо можно все, что угодно себе сломать. Да в плавании может произойти непредвиденное. Поэтому в силу того, что этот вид спорта как бы не популярен, могут что-то сказать. Да? Но я поэтому хочу защиту сказать. Не от этого зависит. Просто человек, когда уже занимается, вот как ты сказал, на профессиональном уровне, это уже совсем другое. Многим не спортсменам это не понять. Это просто не понять. Но те ребята, которые занимаются, конечно, для себя, они более свободно занимаются, более с легкими весами, как говорится. И у них не бывают такие травмы. Бывают травмы, если они сами ошибаются, если кто-нибудь показывает, тогда они очень вероятно, хоть с маленькими весами, если над ним человек не стоит, хоть тренер, если не стоит, есть большая вероятность, что они будут травмироваться. Хоть с маленькими весами, хоть кто для себя занимается. Но все равно, кто занимается профессионально, все равно травмы бывают неизбежные. Слушай, сейчас будет поздно спрашивать, но сколько тебе лет? Сейчас мне будет 45 в апреле. С 2000. Максимум 35. Вот с тех пор, как я тебя увидел, максимум, что я тебе давал, это 35 лет. Наверное, из-за того, что когда вы зашли, я стойку сделал. Живот втянул. Живот втянул из-за этого, наверное. Давай вернемся к наградам.
Для тебя самое значимое из всех вот этих многочисленных и всех, что у нас лежат на столе, самая значимая для тебя награда? Я сейчас скажу одно. Я вам в бодибилдинге показывал, Да. это мое все равно. Но когда я перешел в пауэрлифтинг, мои самые первые соревнования, которые горжусь, вот мои первые соревнования, вот начал ходить в пауэрлифтинг, 3 месяца не прошло, я выступил на Кубке Европы. Это было 2020 год, по-моему. 2000... И стал первым, да. Так, год не вижу, правда. Да, в Ну, 20 скорее всего, год 20-й, да. стал первым. Потому что ты начинал в В 2020 году, да. Начал в 2020 году где-то, я сейчас не помню, или январь, март-апрель, и в декабре были соревнования. И выиграл Европу. Потом, спустя некоторое время, Кубок Евразии. Там тоже участвовал 25 регионов. И еще были с Казахстана, с Индии, сейчас не помню, с Сербии. Тоже выступил. Там тоже стал первым. Потом уже в 2020 году, в канун Нового года, чемпионат мира. Первым. Кстати, она очень, я так скажу, красивая такая. Грамота, можно грамотой? Но Да, диплом. это диплом. Очень красивый вот диплом. Медаль. Медаль еще. Да. Медаль тоже не отстает. Слушай, очень красивый. Награды, вот я что заметил сразу, как зашел в эту комнату. Во-первых, они все большие, а во-вторых, они очень красивые. Это версия ВРПФ, Всемирная организация ВРПФ по пауэрлифтингу. Там, я вам говорю, скажу, что медали было, смотрите, вот какая. Ну, я смотрю на нее тоже. Да, Это вот тоже Европы, золото, да? Да, Кубок Европы. Угу. Потом, конечно, я еще в 2020 году, я немножко скажу, вопрос вы задали, в 2020 году я начал выступить. В 2020 году выиграл Евразию, потом Европу, потом мир. И серьезно, когда я почувствовал, когда я выиграл вот эти 3 соревнования, у меня поднялось дух. Сам себе сказал, что в 2021 году постараюсь выиграть все соревнования, именно по этой версии. И с марта до декабря 2021 года были 6 мастерских турниров. Чемпионат России, чемпионат Евразии, чемпионат Европы и чемпионат мира. 9 соревнований. Вот эти все 9 соревнований я выиграл. Ну, есть чем похвастаться, слушай. Это, я во-первых, это потом многолетний начал труд думать, же. Потом я немножко начал думать, чем выступать. До этого времени в бодибилдинге лучше выступил бы в пауэрлифтинге, более такие значимые результаты. Ну, слушай, нельзя все-таки так говорить. Это надо отдать дань уважения твоему любимому виду спорта. Немножко. Это твоя гордость. Это твоя гордость. Да, первая моя гордость, да. И я бы хотел немного подытожить наш разговор о твоих наградах, о твоей карьере. Если бы не пауэрлифтинг и бодибилдинг, то борьба? Да. Да? Да. Почему? Потому что, может быть, желания такие средние, но повысили бы мои желания мои родственники, так как все мои двоюродные братья, все ходят в борьбу, поэтому не отставая от них, я тоже, наверное, ходил бы с ними в борьбу. Да. Но из всех игровых видов спорта все равно футбол, если бы не этот вид спорта, то борьба. Тебе 45 лет? Мне 45 лет. Ты не собираешься заканчивать тренерскую карьеру? Даже пока я не думал. Почему? Потому что выбрал свою любимую профессию. Есть мои любимые тренировки. Есть еще впереди много соревнований. Ребята тоже хотят готовиться выступать. Сейчас, надеюсь, я думаю, говорят, что в следующем году что Россия будет в Чеченской Республике. Чемпионат России будет проходить в Чеченской Республике. Я слышал, да. Сейчас, может, они сейчас определятся местами, там, то все, где будет находиться, что. И ребята, есть у меня очень хорошие ребята, которые уже хотят готовиться на эти соревнования. Уже планы намечены, так же давай даже не будем думать о том, когда заканчивать и так далее. Об этом я и не думаю пока. Закончим мы с тобой все-таки лучше нашу передачу, а не твою карьеру. Я бы хотел ее закончить твоими словами. Я бы очень хотел, чтобы ты обратился к молодым ребятам, которые занимаются спортом или хотят заниматься спортом, думают, какой вид спорта выбрать и так далее.
Чтобы ты там, в общем, дал мотивацию для наших молодых Я ребят. скажу всем молодым ребятам, каким бы любым спортом они не занимались, каким бы спортом они не выбрали, чтобы занимались усиленно, хоть какие бы, бывают и трудности, бывают и неудачи. Любой спортсмен сталкивается с этим недугом, как говорится. Я говорю всем, идите вперед, не надо сдаваться. Если вы будете идти вперед, то вы добьетесь любых результатов, какими бы они тяжелыми и трудными не были бы. Прекрасно, прекрасно. Баркал. Дорогие телезрители, это был я, Изнаур Базаев, Исамудин Алиев и программа «Один на один» на телеканале Грозный. Ждите нас в следующую субботу. Адикюэл Маршайл. Адикюэл Маршайл.